Уйгуры Монгольской империи. Юаньши. Хроники династии Юань. Том 126. Жизнеописание 13. Уйгур Лянь Сисянь, канцлер, создатель Монгольской империи. Ум, честь и совесть династии Хубилая. Часть 2. В первый год эры Чжиюань 1264 год Сисянь носил траур по матери, следовал древним погребальным обрядам вместе с семьей, 3 дня не пил ни капли воды, от рыданий извергал кровь и не мог подняться, спал на соломе и земле, построил хижину рядом с могилой, тогда правила траура еще не были утверждены. Канцлеры хотели изо всех сил поднять его и вернуть к делам, вместе пришли к хижине, услышали крики и стенания от боли и в итоге не посмели заговорить. Вскоре вышел указ, прерывающий траур, с приказом вернуться к службе. Сисянь, хотя и не посмел ослушаться указа, выходил по делам в простой одежде, а возвращаясь домой, обязательно облачался в траурные одежды. Когда умер его отец, он поступил так же. В 3-й год эры Чжиюань 1266 год его назначили пинчженом премьер-министра империи. Коварный сановник Ахмат руководил левым и правым приказами Министерства Востока и Запада империи. Единолично ведал финансами и налогами. Когда его приспешники стали нападать друг на друга, император издал приказ Центральной канцелярии провести тщательное расследование. Но чиновники боялись его власти и не смели вмешиваться. Тогда Сисянь сам досконально разобрался в деле, доложил о результатах и велел высечь Ахмада палками, отстранив его от руководства приказами и вернув их в ведение соответствующих органов. Император сказал Сисяню: чиновники, пренебрегая законами, становятся жадными. Народ, теряя средства к существованию, бежит. Ремесленники не могут удовлетворить нужды. Средств не хватает на покрытие расходов. Покойный император долго страдал от этого. С тех пор, как вы и другие стали советниками, у меня нет этих забот. Сисянь ответил: Ваше Величество мудры, как я и Шунь. Мы, ваши слуги, не смогли, следуя путем Гаая, Цзисю, содействовать вашим преобразованиям и достичь великого спокойствия. В сердце много стыда. Нынешние небольшие успехи в управлении недостойны похвалы. Когда речь зашла о Вэйчжэне, он ответил: верные слуги и хорошие сановники, в какую эпоху их не было, все зависит от того, использует их государь или нет. Один из дворцовых евнухов передал императорский указ в зал заседаний, говоря, что некое дело следует делать так-то. Сисянь сказал: это начало вмешательства евнухов в управление, нельзя этому потакать. Тогда он вошел с докладом императору, и евнуха высекли. Доносчик обвинил Чинсяна, первого министра Шитиньцезе, в том, что его родственники и сторонники расставлены по всей стране и за рубежом. Его власть и влияние с каждым днем растут, и ситуация постепенно становится неконтролируемой. Был издан указ об отстранении Тиньцезе от государственных дел с приказом ждать допроса. Сисянь обратился к императору: Тиньцезе давно служит вашему величеству. Никто не знает Тиньцезе глубже вас. Начиная с тех времен, когда вы были еще наследным князем, его многократно назначали на должности. Он командовал войсками, управлял народом, и везде были успехи в управлении. Ваше Величество, зная, что ему можно доверить большие дела, назначили его помощником. Если мелкие людишки в один прекрасный день что-то наговорят, вам следует тщательно проверить их помыслы и поступки. Неужели действительно у них есть своеволие и непочтительность? Сегодня вы верите мне, поэтому я могу участвовать в этом указе. Когда-нибудь, если кто-то обвинит меня, меня тоже будут подозревать. Мы, слуги, занимаем места в правительстве. Если Ваше Величество будет так сомневаться и доверять им, то как мы можем быть уверенными в себе? Если Тиньцезе отстранили, то следует отстранить и меня. Император после долгой паузы сказал: вы пока удалитесь, а я подумаю об этом. На следующий день император вызвал Сисяня и сказал ему: вчера я подумал, у Тиньцезе нет других обвинителей. Таким образом дело было улажено. Также был некто, кто обвинил Шуай, командующего Сычуани Кипчака. Император повелел Центральной канцелярии срочно послать гонца казнить его. На следующий день Сисянь вновь подал доклад. Император разгневался: почему до сих пор медлишь? Сисянь ответил: Кипчак, главнокомандующий. Если его казнить по слову одного мелкого человечешки, сердца народа непременно придут в смятение. Следует доставить его сюда связанным и устроить очную ставку с обвинителем при дворе, и лишь потом, объявив его вину перед всей Поднебесной, казнить будет уместно. Император приказал послать способного человека для расследования, и впоследствии дело оказалось безосновательным. Кипчак был спасен. Сисянь, каждый раз докладывая императору и обсуждая дела,
был резок и непреклонен, немало не сдерживаясь. Император сказал: «Когда вы служили мне в княжеской резиденции, вы были очень уступчивы. Ныне, став слугой Сына Неба, вы стали таким упрямым». Сисянь ответил: «Дела княжеской резиденции были незначительными, а дела Поднебесной важны. Стоит единожды излезть и согласиться с вами при личной встрече. И Поднебесная пострадает от этого. Дело в этом, а не то, что мне безразлична моя участь». В то время, даосский священник попросил средства для изготовления великого эликсира. Император приказал правительству предоставить необходимое. Сисянь подробно изложил императору примеры из истории Цинь-Хань и сказал: «Юй Шунь обрели долголетие не благодаря великому эликсиру». Император сказал: «Верно», и отказал алхимику. В то время почитали Гаши, государственный наставник высоких лам. Император приказал Сисяню принять обеты. Тот сказал: «Ваш слуга уже принял обеты Конфуция». Император спросил: «Разве у Конфуция тоже есть обеты?» Сисянь ответил: «Сановник должен быть верным, а сын – почтительным. Это и есть обеты Конфуция». В 5 году правления 1268 год была впервые учреждена палата цензоров, Юшитай. Затем управление судебно-надзорных органов, Тисин-Анчасы в регионах. В то время Ахмат единолично ведал финансами и налогами. Он спросил: «Провинции отвечают за ведение государственных дел, деньги и зерно доверены им для перевозки. Если их так контролировать, то как же дела будут исполняться?» Сисянь ответил: «Учреждение палаты и управление надзора – древняя система. Внутри они разоблачают коварных и порочных, а снаружи выявляют беспорядки и выясняют страдания народа. Это благотворно для государственного управления. Нет ничего важнее этого. Если упразднить их, позволив высшим и низшим своевольничать, быть жадными и жестокими, разве тогда дела можно будет уладить?» Ахмат не смог ничего ответить. В 7 году правления 1270 год вышел указ о помиловании заключенных, содержавшихся в столице. Человек из западного края Низам ад-Дин, служивший еще покойному императору, скопил состояние – миллионы. На него тогда донесли недруги, он был заключен в тюрьму Даду Пекина. Когда его освобождали, в то время Сисянь был в отпуске по болезни и не знал об этом инциденте. Тем же летом император вернулся из Шанду, и его враги пожаловались императору, что Сисянь подписал амнистию Низам ад-Дина. Небесная кара и гнев императора неисповедимы. Как можно надеяться, что, поставив свою подпись, можешь избежать гнева? Когда Сисянь вошел на аудиенцию императору, речь зашла об указе. Император сказал: «Указ предписывал освободить заключенных, разве в указе говорилось освободить Низам ад-Дина?» Сисянь ответил: «Если не освободить Низам ад-Дина, то мы, ваши слуги, получается, не исполняем указов». Император разгневался: «Вы, как утверждается, читали книги, а когда доходит до дела, ведете себя так. Какое наказание вы заслуживаете?» Сисянь ответил: «Мы, ваши слуги, постыдным образом занимаем пост советников. Если виновные, должны быть отстранены». Император сказал: «Пусть будет по-вашему», и немедленно отстранил его вместе с левым советником Елюйчаш. Позже император спросил придворного: «Чем занимается Сисянь дома?» Придворный ответил: «Он читает книги». Император сказал: «Чтение книг, конечно, то, что я приветствую. Но если, прочитав книги, не желаешь применять знания, то к чему так много читать?» Намекая на упрек за то, что Сисянь, будучи отстраненным от должности, не ищет пути возвращения. Ахмат воспользовался этим, чтобы оклеветать его перед императором. Сисянь целыми днями пирует и веселится с женой и детьми. Император изменился в лице и сказал: «Сисянь беден и честен, откуда у него средства для перов?» Однажды Сисянь был болен, император послал 3 врачей его осмотреть. Врачи сказали, что необходимо использовать тростниковый сахар. В то время его было очень трудно достать. Домашние искали его на стороне. Ахмат дал им 2 цезини сахара и тайно передал свои соболезнования. Сисянь отверг, сказав: «Если бы эта вещь и вправду могла спасти человека, я бы не стал спасать свою жизнь тем, что дано негодяям». Император, услышав об этом, послал ему сахар в дар. В то время наследный князь Го Ван Туоньгэ, управляя провинцией и контролировал Ляян, поступили жалобы, что он притесняет народ и действует несправедливо. В 11 году правления 1274 год вышел указ назначить Сисяня Пинчженом генерал-губернатором провинции Пекина. Перед отъездом он въехал в паланкине к императору. Император оказал ему милость, предложив сесть, и сказал: «В прошлом, при покойном государе, вы глубоко постигали суть событий и всегда наставляли меня на путь императора. Когда войска вернулись из Эйхань, вы не раз указывали на волю неба. Я помню это в сердце. Должность канцлера и советника по праву подобает вам, но вы скромно отказываетесь. Домовладений в Лиадуне не менее десятков тысяч.
Там находятся уделы князей и царских зятьев. Они издревле знают о ваших способностях. Поэтому я посылаю вас управлять ими, поймите мой замысел. В Лиадуне было много князей крови, их гонцы передавали устные приказы, и чиновники выслушивали их стоя. Когда прибыл Сисянь, он начал исправлять это. Один человек из западного края, назвавшийся зятем императора, разбил лагерь за городом, арестовал богатого горожанина и ложно обвинил его покойного деда в том, что тот брал с него проценты по займу, требуя срочного возврата долга. Горожанин пожаловался в губернатору, и Сисянь приказал арестовать его. Тот человек разгневался, въехал на лошади в зал заседаний и уселся на почетное ложе. Сисянь приказал стащить его на колени и, допросив, сказал: «Закон не допускает частных тюрем. Кто ты такой, что смеешь самовольно арестовывать людей?» Приказал заковать его в кандалы. Тот в страхе стал умолять о пощаде. Князь тоже просил за него. И тогда Сисянь немного смягчился, приказав ждать допроса. Весь лагерь бежал той же ночью. Вскоре вышел указ, предписывающий князю вернуться в свои владения, и Сисянь единолично стал ведать делами управления провинцией. С дворца спустили ассигнации для закупки 6500 лошадей. Сисянь послал чиновников закупить их в Дуньчжоу, и они приобрели сверх нормы еще 1300 лошадей. Сисянь сказал: «Если представить их ко двору, это будет похоже на хвастовство». Тут же передал их другим областям, которые не выполнили план, а полученные за них средства вернул казне. Старшая княжна Чжан Гуньчжу и ее муж прибыли ко двору и предавались охоте в пригороде, сильно беспокоя народ. Сисянь лично сделал выговор зятю императора, собираясь доложить об этом. Зять императора, испуганный и ошеломленный, и рассказал княжне. Княжна вышла и предложила Сисяню выпить вина и сказала: «Мои сопровождающие беспокоят народ, я не знала об этом. Прошу позволить мне дать 15 тысяч связок ассигнаций в качестве компенсации горожанам. Умоляю, не посылайте докладчика». С тех пор знатные особы, проезжавшие через эти земли, уже не смели буйствовать. В 12 году правления 1275 год, правый министр Алихая взял Цзиннань и, нанеся на карту местность, представил ее ко двору, прося назначить сановника высокой степени для учреждения главного управления и контроля над регионом. Император срочно отозвал Сисяня, назначив его управлять провинцией Цзиннань. Оказав ему милость и предложив сесть, он сказал: «Цзиннань вошел в наши владения. Я хочу, чтобы новые подчиненные ощутили мою милость, а те, кто еще не пришел, обратились бы к нам в вере. Если Сун узнает, что в нашей династии есть такие слуги, этого будет достаточно, чтобы сломить их дух. Южные земли низменные и сырые, для вас это неподходяще. Ныне я вручаю вам это важное дело, полагая, что вы не откажетесь». Пожаловал ему земли для содержания проживающих там и 50 лошадей для его свиты. Сисянь сказал: «Ваш слуга всегда опасался, что его таланты и познания поверхностные и неглубокие не смогут выдержать бремя большой ответственности. Как же посмею отказаться просто из-за болезни? Однако осмелюсь отказаться от новых щедрых пожалований». Был издан еще один указ, предписывающий Сисяню по императорскому полномочию жаловать должности чиновникам до 3-го ранга включительно. Сисянь, пренебрегая зноем, стремительно двинулся в путь. Прибыв к месту назначения, Алихая во главе своих подчиненных встретил его в предместье, поклонившись ему в пыль, что привело народ Цзина в великий трепет. В тот же день он запретил грабежей, наладил движение торговцев, развивал полезное и искоренял вредное. Военные и гражданские жители успокоились. В первую очередь он занес в списки способных и дееспособных чиновников из прежних сунских управлений Сюаньфу и Чжи Цзи, чтобы использовать их для сбора сведений, и выбрал более 20 человек, назначив их на должности согласно их способностям. Свита сомневалась в этом, но Сисянь сказал: «Ныне все они слуги нашего государства, к чему тут сомнения?» В то время бывшие сунские чиновники, являясь с визитом в главное управление, обязательно привозили с собой множество драгоценностей и диковинок. Сисянь отвергал их и говорил им: «Вы остались на своих прежних должностях, а некоторые получили внеочередное повышение. Вам следует помнить о милости государя и всеми силами стараться отплатить за нее. Если то, что вы преподносите, является вашей личной собственностью, то мне брать это неправедно. Если же это казенное имущество, то это равносильно воровству. А если это собрано с народа, то это не безнаказанно. Вам следует остерегаться этого». Все они, тронутые и благодарные, удалились. Сисянь приказал, чтобы любой, кто посмеет убить пленного, судился как за умышленное убийство мирного жителя. Если пленный, захваченный солдатами, заболевал, и его бросали, разрешалось забирать его и выхаживать.
После выздоровления прежний хозяин не мог предъявлять на него право. Для тех, кто по контракту закладывал и продавал своих жен и детей, было установлено тяжелое наказание, а полученные средства конфисковывались. Ранее за пределами Цзянлина была запружена вода для обороны. Сисянь приказал спустить ее, получив десятки тысяч му хороших полей, которые были отданы в собственность беднякам. Он вскрыл государственные амбары в Шаши, не внесенные в казенные реестры, и роздал 200 тысяч ху зерна для помощи голодающим в Гунане. Установив основные принципы, он сказал: просвещение нельзя откладывать. И широко учредил школы, назначил преподавателей, снабдил их классическими книгами и лично посещал учебные помещения по утрам, дабы воодушевлять учащихся. Племена из юго-западных горных ущелий, а также кланы Тянь и Ян из Сычжоу и Бачжоу, а также Чжи Цзиши из Чунцэ и Начжаодиньин. Все они прислали просьбы о капитуляции и присоединении своих земель. Когда об этом доложили императору, он сказал: при покойном государе без применения военной силы нельзя было получить земли. Ныне Сисянь смог за несколько тысяч ли за пределами границ добиться подчинения земель. Результаты его управления и преобразований очевидны. Пограничный чиновник получил личное послание человека из Цзянлина, не посмел вскрыть, подал наверх. Министр Шумиюэня Тайного Совета вскрыл его перед императором. В нем говорилось: после подчинения вначале людям было ни на что жить. Когда император послал премьер-министра Лянь Сисяня управлять Цзяннанем, не только люди постепенно восприняли добродетельные преобразования, но даже насекомые, травы и деревья получили эту благодать. Император сказал: Сисянь не любит убивать людей, потому и смог так их покорить. Болезнь Сисяня долго не проходила. Весной 14 года правления 1277 год приближенный к императору сановник Дун Вэньчжун сказал: Цзянлин сырой и жаркий, как же быть с болезнью Сисяня? Немедленно вызвали Сисяня обратно в столицу. Народ Цзянлина с плачем и криками преграждал дорогу, желая удержать Сисяня, но не смог. Они нарисовали его портрет и воздвигли ему храм. Сисянь, вернувшись, имел скромный багаж, с собой лишь цитра и книги. Император, зная о его скромности, особо ему пожаловал 5000 лян серебра и 10 тысяч связок денег, равными 10 тысячам тайли серебра. В 5-м месяце Сисянь прибыл в Шанду. Тайчан, сын начальник приказа церемонии Тянь Чжунлян, пришел спросить о болезни. Сисянь сказал ему: Шанду – место, где вознесся священный государь. Поднебесное считает его основой. Недавно слышал, что в Лунгане вспыхнул пожар, перекинулся на жилые дома. Это обычное дело. Остерегайтесь позволять болтунам о геомантии смущать мысли государя. Вскоре действительно несколько человек подали доклад о деле переноса столицы. Заместитель начальника Шумиюэня Чжан и левый министр центральной канцелярии Чжан Вэнь Цэянь вступили с ними в спор при дворе, решительно выступая против. Император остался недоволен. На следующий день вызвал Чжунляна для выяснения обстоятельств дела. Чжунлян ответил словами Сисяня. Император сказал: Сисянь сильно болен, а все же беспокоится об этом. Предложение о переносе столицы тогда отклонили. Издали указ, призвав знаменитого врача из Янчжоу Ван Чжунмина для осмотра болезни Сисяня. После прибытия Сисянь принял его лекарство, смог опереться на посох и подняться. Император обрадовался и сказал Сисяню: вы получили хорошего врача, болезнь должна скоро пройти. Сисянь ответил: врач, применяя хорошее лекарство, лечит болезнь вашего слуги. Если смогу остерегаться и быть осмотрительным, тогда действительно будет, как изволил сказать священный государь. Если же предамся безделью, какой прок от хорошего врача? Вероятно, это было иносказательное предостережение Сисяня. В это время как раз обсуждали создание императорской канцелярии, высшего органа империи, издающего указы императора. Хубилай сказал: на пост Шичжуна главы императорской канцелярии нет иного, кроме Сисяня. Послал дворцового гонца с разъяснением указа. Вы не будете обременены тяжелыми обязанностями императорского двора. В положенное время являйтесь в канцелярию. Если есть дела, требующие обязательного доклада, можете въезжать в паланкине. Сисянь в ответном докладе сказал: что значит болезнь вашего слуги, о которой стоит беспокоиться. Отдавать верность и прилагать силы, желание всей моей жизни. Наследный принц Хуан Тайцзы также послал человека с разъяснением указа, сказав: государь приказал вам возглавить императорскую канцелярию, не страшитесь мелких людишек, я их за вас устраню. В конечном счете назначение было сорвано Ахмадом. Весной 16 года правления 1279 год ему пожаловали 10 тысяч связок денег и издали указ о возвращении Сисяня в Чжуншушен центральную канцелярию. Сисянь сослался на тяжелую болезнь. Наследный принц послал придворного спросить о болезни и спросил об искусстве управления. Сисянь сказал: правление Поднебесной зависит от людей, которых вы нанимаете. Привлечение благородных мужей обеспечивает порядок. Использование злодеев приводит к смуте.
Хотя моя болезнь очень серьезна, я вручаю себя небесам. Что очень беспокоит, так это то, что великие злодеи сосредоточили власть, толпа мелких людишек подлизывается, губят государство и вредят народу. Это величайший из всех бед. Вашему высочеству следует применить священную волю и срочно устранить их. В противном случае болезнь государства день ото дня будет становиться все серьезнее и неизлечимой. Сисянь наставлял своего сына: мужчина должен действовать мужественно, когда отстаивает правду, и не должен зависеть от удачи или неудачи. Считать, что Гаокуи Цзицеи, Фуюэ, Чжоугун и Шаогун недостижимы, значит предать себя. Также он сказал: ты читал жизнеописание герцога Ляна из Ди. Герцог Лян имел великие принципы, но они были преданы недостойным сынам. Вам, молодым, следует быть осмотрительными. В 11 месяце 17-го года правления 1280 год, в 19-ю ночь звезда упала рядом с главной спальней. Свет ее озарил землю, и лишь спустя долгое время погасла. В этот вечер Сисянь скончался. Ему было 50 лет. На 8-м году эры ДД 1304 его посмертно пожаловали титулами: Чжунцэнь Чунде Гунчен, прославленный, чистый и добродетельный, верный и честный; Тайфу, великий наставник; Кайфу и Тунсаньсы, чиновник, имеющего право на открытие своей резиденции, равного по рангу 3 гунам; Шинчжуюй, высший столб государства. Посмертно пожаловал титул герцог Вэй, Вэйгун. Посмертное имя Вэньчжэн. У него было 6 сыновей. Фу исполнял дело управления провинцией Ляоян и других областей. Кэ Цзонгуань, начальник региона Тайчжоулу. Сюнь Пинчжэнши, высший советник. Чень Цзонгуань, управляющий региона Шоулу. Хэн Юйши Чжунчен, цензор. Дунь Цзяньчжэнши, управляющий Цзинси.